Ким да умнуллубат, тохта умнуллубат. Улуу кыйы болбута номно сетте 16 сыла болла. Кыйыны уханса аммал уһуттан сетте хүстен тахса хорсун бойын серилеһе барбыта. Соморсун нехилегиттен бу ыар сериге 215 хотой болан бар жонун көмүскүү барбыта. Агыһуан агыс салла дойдутугар төннүбүтэ. Онтон атыттара ырас халламыттугар бәйелерин олохторун толу куран охтубут сирдеригер братскай могилага көмүллүбүттере. Сорохторо сурага сохсуппүттере. Кинилер көмүс уңохтара көтөгүллүбүт сирдере күн бүгүнүгердери саңа көстө турар. Аспыт 2-нче сүрбе сылга Алексеев Геннадий Гаврилевич салайылах көрдүр чинчиер бөлөктөрүллен Белгород, Курск областарга сурага сохсуппүт саллааттар сирдерин көрдүр үле ыйтыллыбыта. Ол үле түмүгүнен мусустар уанагыз сүрбе үс күннеригер аммал уһуттан военный десанттариллен бу областарга көмүллен сытар бойыттар ааттарын сөргүтэ, төрөбүт бордарын ура, мактана, аяңга турумута. Бу бөлөккө аммал уһун баһылыга Архипов Николай Архипович, Соморсун нехелегин баһылыга Кононов Алексей Юрьевич, Болгур нехелегин баһылыга Кузьмин Степан Николаевич, Соморсун нехелегиттен төрүттэх МВД бедерене полковник Алексеев Геннадий Гаврилевич, Болгур орто сколатын географияга учутала Тимофей Трофимович, Соморсуннагы культура уонна сыннялан кийинин директора Игнатьева Надежда Даниловна, уонна усуран салаячы Сафронеева Туяра Дмитриевна, Соморсун орто сколатын ахсыз клаахын үйеренәчте Егоров Петр, уонна мәндиге орто сколатын онус клаахын үйеренәчте Иванов Игорь болан баран келлилер. Биһи амматта поисковый десант болан бу Белгород, Курск, Орловская область, Тверская область харыттыбыт. Онна бу амматтан хериге барбыт, хери хону туруктубут, жоннор бутун тиембит, көрдөн, киннер сытар сиддеригер сибекки, дойдулураттан бор, аладжы, урдубут, ол курдук Белгородская область кайки районга харыттыбыт. Карачанская, Яковлевская районнарга. Онна бу Орловская областка пронкалина ден күпкөркөйне хедеккеме братская могилага бирдой дулахтын булан эме онна себекки бор аладжы урдут. Онтон келембит Ржевка бу аммахриттен онагыскы охтубут ол олор братская могилалар эреме харыттыбыт. Онна Ржевка эме Лохан мемориалга харыттыбыт. Белгородская областка Прохоровкага харыттыбыт. Третье ратное поле амай Лохан танковый, Курской дуга танковый сражение был бу серигер. Оны тагына бихахатты манна жарбытыгар бу воспредство көмөлөстө Андрей Сандаминович транспорт берен, жоннорун берен, боржевы бран көрдүбүт. Онна Белгородская, Курская, Орловская областтарга представительдерге тегефстенеме бейне үрдәчүлдү көрүстүлөр. Оны тагына бир лохан кайбыттен Белгородская область военкоматын кытта соглашение төрүстүбүт. Иннегенен бу негеден бехи бу шөппү жоннор бутун көрдүбүтүгөр кеннер данна үтүнөн көмөлөһөлдөргөр, онна бу жоннор бут аттара аттанаргар мемориалга киреригер көмөлөһө жок болдулар. Осынан бу беги десамы 9 кихилах ветерандар да баалар, специалисттер да баалар, онна оскологолор баалар, онна нехелек галабалары, эндегенен бебес бутун сорок бутун шетистибит. Онан никетен эме мандыгуля дирге баландар бу баалар, бебет краеветтер бит этеттүгөр эндегетен өсө бу бие осаны хетте 116 кихи сери хону туруктубута. Онтон элбаки аты белдибет, кенелери көрдүргө билген биеха солар алдына. Онна никетен бу Ржевка поисковый Улахан международный үле бара турар. Ол онно кенер базалары харыттыбыт, онно
bu bihide uluşmuduktan eme oğullar ene kıttıqtарын sebebit oğullara olahan klaslar, studiyanlar, lehit tağını oğullar ene kıttanlar bu süppüt boyunları gördürge übdağ olahan üle var. Onun ennigitin ülebitin salgıbıt, ondan kimde kanım dolu bat, doğuktam dolu bat. Всем добрый день. Рад приветствовать ваш десант на Белгородской земле. Хотелось бы что сказать, что это дело, которое делается, это очень важно, во-первых. Это очень правильное дело. Вот. И то, что вы так трепетно относитесь к памяти и отдаете дань памяти своим землякам и своим родственникам, близким, это очень хорошо. Со своей стороны, как представитель военного комиссариата, хотелось бы вас заверить, что все, что зависит от нас, вся информация, которая имеется у нас, и все, что необходимо будет сделать для того, чтобы увековечить память ваших земляков, мы постараемся сделать. Поэтому добро пожаловать на Белгородскую землю. Очень рады познакомиться с вами. Всем большой привет, всем удачи, все у нас получится. Сегодня мы с вами находимся в легендарном месте у памятника, в котором располагается рядышком братская могила погибших воинов во время Великой Курской битвы. Мы находимся в месте, где проходил южный фас Курской битвы под названием Карачанское направление. Здесь летом 1943 года, 5 июля, разгорелось огромнейшее танковое сражение. Со стороны города Белгорода наступали танковые части немецкой армии. Защищали здесь 92-я и 94-я стрелковые дивизии. Со старого города они пришли и в это место, отступая под натиском немецких танков. Расположена братская могила именно в центре села Шляхово. Вот так называется село, наше русское село, которое было стерто с лица земли буквально при сражении наших частей с танковыми дивизиями. В братской могиле покоится 503 воина. В течение времени после победы здесь еще происходили захоронения в 1974 году и в 1996 году. И всего здесь покоится свыше 900 человек. Надо сказать, что здесь происходило жесточайшее сражение. Стрелковые дивизии 92-й и 94-й личный состав буквально был выбит. Ребята сражались за каждую пять своей земли. С 5 июля до 14 июля 1943 года. Но это буквально небольшая предыстория того времени. А сегодня мы встречаем делегацию из Якутии. Прибыли родственники погибших воинов здесь, у нас на Карачанской земле. Мы всегда относимся к этому с большой радостью, к приезду таких гостей. Почему? Потому что
связь поколений, связь сегодняшнего поколения, живущего на нашей земле, она должна быть обязательно с родственниками погибшими. И память должна хранить те события, которые происходили более 70 лет назад. Молодые жизни были отданы за то, чтобы мы сейчас с вами жили, при этом в весеннем солнышке, слушали пение птиц. Жизнь продолжается на земле. А вот память о войне, она всегда должна быть. И мы должны ее передавать следующим поколениям. И четко знать, и бороться за то, чтобы война никогда, никогда не повторилась на нашей земле. Наше многонациональное государство 4 года вело войну с немецко-фашистскими захватчиками. И хотя вот якутские ребята, погибшие здесь, ведь немцы не были на их территории, они сражались за нашу землю, четко зная, что большая страна, Советский Союз, это их страна, это наша страна. И мы всегда жили и работали на ней ради ее процветания. Ведь поколение, живущее в 40-е годы, до 40-х годов, да еще вся история России, она говорит о том, что наше многонациональное государство всегда было едино, всегда было дружно. Национальности жили в тесной связи друг с другом. Всегда относясь друг к другу с толерантностью. Всегда мы помогали друг другу, ведь проникая в культуру друг друга, жили в большой дружбе. Я так думаю, что и сегодняшняя наша Россия продолжает вести такую политику. Мы все с вами на этой земле гости, мы все здесь живем временно, и мы должны жить так, чтобы всем было хорошо здесь. Сегодняшнее наше подрастающее поколение четко знает от нас, от наших дедов, от наших отцов, что наше многонациональное государство всегда будет защищать свою землю, всегда будет относиться друг к другу хорошо. Всегда должны и продолжаем жить мы в дружбе. Здесь у памятника каждый год 9 мая происходят торжественные события, праздники. Здесь происходят митинги. Обязательно вспоминаются памяти тех, кто погиб на этой земле. Сюда всегда все годы приходили ветераны Великой Отечественной войны, которые воевали здесь, приезжали со всех уголков нашего национального государства. Сейчас, к сожалению, уже нет тех людей, которые когда-то воевали, ведь прошло уже 75 лет со Дня Победы. Но память живет, она всегда будет жить, даже тогда, когда и нас с вами не будет. Всегда здесь будет местечко, куда будут собираться люди и вспоминать тех, кто отстоял нашу Родину, кто боролся против фашизма, кто любил свою землю и отдал молодые жизни ради процветания нашего многонационального государства. В настоящее время у нас действует в Белгороде группа «Поиск». Эта группа занимается поисками останков погибших на нашей земле. Кстати сказать, очень часто они делают, так сказать, поиски погибших вот именно здесь, села Шляхово, Дальнеигуменка, Мелихово. Это те села, которые находятся рядышком. И буквально поднимают останки ребят. Находят их косточки, находят смертные медальоны. Дальше нательные крестики, награды, пуговицы от гимнастерок. Все, что может остаться спустя многие годы. Так вот, наш музей пополняется этими всеми вещами. Разговаривая с этими ребятами, четко понимая, что это не составляет им большого труда. И до сих пор, спустя 75 лет, в рощицах, в посадках, буквально недалеко от дорог, их приборы показывают о том, что там находятся останки ребят погибших. Совсем недавно у нас село Александровка, есть такое село недалеко отсюда, севернее.
когда немцы, наступая с Белгорода, вот здесь были остановлены нашими войсками, они повернули на север, а там были остановлены у самой Прохоровки. Вот между Прохоровкой и Шляховой находилось село Александровка. У Александровки там погибли ребята, рота ребят, 120 человек, когда был выбит личный состав 305-й стрелковой дивизии. Эти ребятки за одну ночь погибли все, но они остановили танки. Так вот, буквально у лесочка ребята, поисковики подняли сразу 12 человек. Они совсем были не глубоко под землей, в окопе. Эти ребята погибли, их, вероятно, либо танками подавили при наступлении. Вот. И вот это все находят поисковики, их личные вещи, бритвенные приборы, все, что от них осталось. И буквально все приносится к нам в музей. У нас организована в прошлом году была выставка в честь 75-летия Курской битвы, то есть Великой Победы. И у нас был организован такой выставочный проект, где мы вывозили вот эти все вещи, все вывозили в выставки, вот останки эти, спустя 75 лет. Это не то, что тогда было, как бы то, что приобрел музей спустя несколько лет после войны, а вот сейчас, уже спустя многие годы. Это очень ценно для нас. И те же смертные медальоны установлены были личности ребят, которые погибли на нашей земле. В принципе, все. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Мы очень рады, что вы к нам приехали. И очень, знаете, как сказать, хочется добрые слова сказать тем, кто помнит еще и чтит память наших ушедших дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны. На войну. Да, у нас вот стоит памятник. Здесь захоронено 715 человек на данный момент. Еще 66 наших соотечественников ушли в годы Великой Отечественной войны с села Шлихово. Но некоторые вернулись, а некоторые, соответственно, погибли. Но они не захоронены здесь, они захоронены в других областях. Но все равно память остается людская в наших человеческих сердцах. И, знаете, хочется больше такого внимания со стороны внуков, правнуков. Но в настоящее время иногда это мы забываем. Хочется чтить и чаще ощущать внимание это. И чтобы не только, как говорится, родственники, а все жители помогали этому хорошему делу. И везде у нас есть братские могилы, везде на кладбищах у нас есть могилы, которые уже, родственников нету, а остаются обелиски, которые, как говорится, уже подзабывают, память свою подзабывают, и хочется, чтобы на них тоже внимание многие обращали. Ну, а с вами, как говорится, очень было приятно пообщаться, очень приятно поделиться мнением о том, как в наших областях, в наших республиках, у нас область, у вас республика, как у нас все это происходит. Хочется еще пожелать здоровья всем родным, вашим близким, чтобы, как говорится, был оптимизм, был задор творческий. Ну а вам хочется, приезжайте в гости к нам почаще, будем обмениваться опытом, мнением и становиться более дружелюбным. Это сейчас самое главное. Дорогие друзья, уважаемые зрители, гости, очень хочу обратиться ко всем вам. Сегодня на Белгородчине произошло знаменательное событие. К нам прибыла делегация из Якутии, чему мы несказанно рады, потому что, хотя несмотря на то, что на белгородской земле очень часто бывают гости из различных регионов Российской Федерации, из зарубежья, несказанно рады тому моменту, что произошло праздничное такое, знаете, знаменательное событие. Сегодня обрели родственников, наконец-то нашли считавшегося пропавшим без вести родственника, жители Якутии. И рада приветствовать нашу делегацию, потому что и участвовать в этом событии, посмотрев обряд поминания родственника. И самое важное, для нас очень важно, как для жителей Белгородской области, то, что все-таки мы знаем каждого воина, практически каждого воина, который захоронен в этой вот братской могиле. И каждый герой, который защищал белгородскую землю,
каждую ее пять земли для нас очень важны. Все эти люди, которые отдали жизни за нас, за всех, которые сейчас имеют возможность ходить по этой земле, радоваться солнцу, весне, птицам, наслаждаться жизнью. Каждого из них, дорогие друзья, мы поминаем с почестью. Не только в день 9 мая, в день Великой Победы, но очень много событий, которые происходят на Белгородчине, имеют патриотическое значение. Поэтому наши ребята молодое поколение, это юноармейцы, это кадеты наши ребята, которые обучаются в кадетских классах, частенько приезжают сюда и обучают более молодое поколение детишек, которые сейчас учатся в начальных классах, рассказывают о подвигах наших предков. Поэтому огромное спасибо якутской делегации за то, что вы приехали сюда, за то, что мы воочию, вживую смогли с вами пообщаться. И надеемся, что, как сказали наши гости, та тропинка, которая сегодня протоптана была из Якутии на Белгородскую область, она не будет зарастать, и мы ждем всех вас к нам в гости и посмотреть, увидеть, побывать на этом месте, ощутить то, что ощущали сейчас мы. Знаете, мурашки по коже, потому что это событие действительно такое, которое ощущается всей душой и всем сердцем. Поэтому огромное спасибо. И я думаю, что мы сейчас еще поедем в еще один поселок, где у нас тоже есть памятник воинам-освободителям, побываем там и посетим Яблоновскую крепость, город-крепость. Это оборонительная черта белгородская, где также воевали наши предки. Поэтому до новых встреч. Встретимся на этой замечательной тропе, которая сегодня была открыта. Спасибо. Прокоровская поля Тенче күйіс танка ұтыратаки свет қонута. Самай тенче күйіс танка ұтыратаки сейдері. Бұл Аллахына ағадойды хретер самай ұлақан кіргігі танка бар. Бұл күрді Прокоровка қонута ен бұл Курске. Біліңіті Аллах Белгородская область. Онта Аллахына бұл бәбет музей бітігер. Улус музейгар ванна Самарсон, Болгор школа музейдергар bu borttan beri bit. Ванна bu manna kuttubut bäbit Болгор seritten kelbi boru. Bu vанна me elgaq saqalar heriles bittire. Ame kan toqtoqtara je. Ана хорохтор боллагына рани болбуттыра. Огунан баран канны өлбүсирдере эме биллибе. Сиддер эме балдар. Улихим боллагына ол жоннорго эме ие бору куттубут. Мы находимся у памятника, который расположен в селе Яблоново Карачанского района Белгородской области. Этот памятник был воздвигнут еще в 70-е годы. Затем уже в 90-е годы он был реконструирован, отделан более современными материалами. Под монументом и стенобатом похоронены воины, которые погибли, защищая наше село. Изначально памятник называется «Памятник 68 воинов, погибших при борьбе с фашистскими захватчиками». Но в данный момент уже 81 фамилия установлена и отражена на данных досках. За эти годы велась работа по обнаружению фамилий погибших и пополнялись списки. За памятником на стене мы поместили фотографии тех воинов, яблоновцев, которые погибли в других местах нашей Родины, защищая ее от фашистских захватчиков. Но со временем, когда ветераны Великой Отечественной войны, пришедшие с фронта, уходили из жизни, и пришло время такое 2 года назад, когда в нашем селе уже не осталось ни одного воина, который защищал нас в годы Великой Отечественной войны.
И мы пришли к такому решению увековечить имена тех воинов, которые вернулись и умерли уже в мирное время. Для того, чтобы сделать эти плиты гранитные, на которых мы отразили имена всех воинов, мы собрали деньги. Это все деньги народные. Нам очень помог наш земляк колодезный Василий Петрович, который большую часть денежных средств внес в это дело. И знаете, наверное, с такой гордостью теперь каждый малыш, даже которому может сейчас 5-7 лет, может подойти, найти фамилию своего прапрапрадеда и сказать, вот это имя моего прапрапрадеда. И только так, передавая из поколения в поколение вот эту память, мы сможем возродить наш патриотизм в поколении, которое живет сейчас, которое видела и слышала только по фильмам, может, книгам, а книгам очень редко в настоящее время. Поэтому мы считаем, что наша самая главная задача – это, конечно, вот передать трепетное отношение к погибшим, как из поколения в поколение. И только тогда, наверное, будет мир на земле, пока вот мы заботимся о своих предках и не забываем свою историю. Я председатель Совета ветеранов Терновского округа. Сегодня у нас делегация с Якутии. Приехали на братскую могилу. За памятником у нас участвуют ученики. Они всегда приходят, убирают, посещают наших ветеранов. У нас есть живые ветераны. Мы хорошо знаем людей, тех, которые у нас остались. Сейчас у нас 4 человека всего, живых ветеранов наших, участников боев. Даже Курской битвы есть, Кирьян Анастасия Петровна. Сегодня тут мальчики, девочки приехали, учащиеся Якутии, молодые. Они тоже знают своих земляков, героев. И они их помнят и чтят. И возложили им цветы. Это дар памяти нашей, уже послевоенных людей, такого поколения молодого, считай, хотя я уже пенсионер тоже. И стараюсь своим ученикам, тут, которым детям, рассказывать больше о том, как воевали, какие были бои. Наше село потерпело большие утраты. У нас домов осталось мало, потому что немцы здесь стояли. Боев особенно не было, но много погибло из-за налета самолетов. В Шопино были даже свои партизаны. Они старались бороться. И немцы расстреляли 11 человек. Выяснили и расстреляли. Вечная память тем, кто нас защищал, кто дал нам свободу. Такое небо, голубое, чистое. Сегодня был дождик, а сейчас приехала делегация. И с таким хорошим настроением мы их встречаем, и погода их встречает с хорошим настроением. Спасибо всем. Добрый день. Меня зовут Светлана Викторовна Губина. Я начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа. Хочу от всей души поблагодарить делегацию из Якутии за то, что вы нашли время, преодолев такое расстояние, приехать на ту землю, где погибали ваши предки. А мы с большим удовольствием сегодня все рассказываем, показываем и благодарим. Низкий вам поклон за то, что вы сегодня привезли молодых людей, за то, что они видят ту землю, где шли сражения, за вот эту возможность поделиться нам друг с другом. Ну и мы, конечно, обязательно вам пришлем фильмы о нашей земле, о воспоминаниях, те, которые снимают наши ребята. Есть такая киностудия на Белгородчине «Огненный рубеж». Она снимает фильмы о реальных событиях, происходящих в годы Великой Отечественной войны. Мы с удовольствием поделимся. И, конечно же, огромное вам спасибо. И пару слов. Мы сейчас с вами здесь находимся в Терновке, село Терновка, место, где тоже шли бои. 2 раза сюда приходили немецко-фашистские захватчики, ну, так получалось. Сегодня мы с вами находимся на памятнике. Здесь были первые захоронения бойцов. Ну, когда отступали, было очень много раненых, собирали буквально на полях павших солдат.
Здесь были первые захоронения. Ну и мы с вами находимся в памятнике. Сначала стоял памятничек небольшой, с красной звездой. Теперь это уже вот такой вот памятник, куда ежегодно приходит 9 мая, 5 августа. Ну и, конечно, в течение всего года, без привязки к событию, к месту, поклониться солдатам. Здесь у нас, вот как уже сказали, 580 солдат на сегодня захоронено. Захоронения будут продолжаться, потому что место здесь открытое. В 2020 году осенью здесь были дозахоронены 120 останков солдат. 4 из них были опознаны, остальные не опознаны. Продолжаются вестись поисковые работы по установлению их личности. Ну, вот такая вот наша легендарная земля в Яковлевском городском округе, где шли бои за каждый холм, за каждый дом, за каждое деревце. Поэтому у нас таких памятников 56 братских захоронений. За всеми 56 памятниками мы ухаживаем. Совместно со школами, управление культуры, совместно с начальниками территориальных управлений ведется работа, конечно же, потому что они на местах организуют всю эту работу. Эта тема для нас очень трепетная, очень такая патриотично задевающая за сердце. Мы стараемся нашу молодежь, конечно, растить в духе традиций сбережения памяти исторической о всех вот этих событиях, которые происходили здесь. Нам об этом забывать нельзя. Мы находимся сейчас в настоящий момент на братском захоронении села Промклево Дмитровского района Орловской области. На этом захоронении захоронено и внесено в списки 900 воинов Красной Армии. Но еще даже есть у нас здесь, возможно, неизвестные, которые не включены в списки погибших. Возможно, даже до 200 человек, потому что сведения с архива поступают. Вот как и вы сегодня прибыли, тоже сведения привезли мне для включения в списки еще одного бойца Красной Армии. На территории нашего сельского поселения таких захоронений 3. Но те захоронения поменьше, там захоронены местные жители, которых немецко-фашистские захватчики сожгли заживо в амбаре. На следующем захоронении всего лишь 72 неизвестных и 3 известных. Они захоронены на выезде из нашего поселения, вот там около дороги, на поле братской славы, где самое большое количество людей, солдат наших погибло. По району у нас по Дмитровскому таких захоронений 60. Ну, есть крупные, есть и мелкие, где захоронены по нескольку человек, а есть даже 1000 с лишним. Центральное захоронение города Дмитровска. Вот я уже вашим землякам рассказывал, что еще в таком же поселении у нас есть до 1700 бойцов захоронено. Это окраина Курской дуги, там населенный пункт, где самые большие бои были и где самое большое людей погибло на одном пятачке. Солдат мы наших красноармейцев помним. Братские захоронения закреплены за нами, за администрацией, где мы убираемся, поддерживаем порядок, в списки вносим. Вот, встретясь с вами, я посмотрел, что действительно Трофимов Егор Михайлович, наверное, да, погиб и захоронен, по сведениям архива, здесь. Вот вы реквизиты оставляете мне. Я считаю, что это наша, ну, не обязанность, а может быть внести его. У нас есть место дополнительно на планшетах. Мы ее внесем в списки захороненных, погибших во время Великой Отечественной войны вашего земляка. Вот. Также за этим братским захоронением ухаживают, у нас есть и шефы. Это районная газета «Авангард», которая в течение года и зимой, и весной, и осенью приезжают. Вот они здесь цветочками занимаются. Там девчонки, любители цветовода. И вот они высаживают здесь, сейчас потеплеет немножко, к 9 мая они всегда высаживают здесь
цветущие цветы. Вот. Населенный пункт, в котором мы сейчас находимся, это село Промклево. Фактически здесь очень мало осталось жителей, которые проживают, 2-3, которые постоянно здесь живут. А раньше населенный пункт здесь до 80 человек проживало, но естественная убыль и цивилизация переманивает в районные центры, население стареет, уезжают к своим родным, близким в города, и потихонечку село пустеет. Ну, что у вас еще интересно? Пожелания. Вот встречаясь с теми людьми, которые уже старые, они мне желают, а я вам желаю всем, чтобы не было больше никогда в нашей стране войны. Самое страшное – это вот их воспоминания, те, кто видел войну, тех вот я и с своими участниками войны общался. Я уже не первый с САЗУ здесь работаю, я уже 20 лет здесь работаю, главой сельского поселения. И с участниками войны они нам, как молодежи, говорили: ребята, не видите вы эту страсть, какую войну. Самое страшное, ни болезнь, ни голод, ни холод, ничего не страшно. Самая страшная война. Чтите память, и мы чтим, и вы чтите. По возможности приезжайте сюда и будьте здоровы, самое главное. Мы находимся на территории нашего Ржевского района. У нас на территории находится 37 братских захоронений, в которых захоронено более 100 тысяч воинов, которые погибли на Ржевской земле, и 3 мемориала, один из которых вот сейчас нас встречает. Это мемориал посвящен памяти воинам-якутянам, которые погибли на нашей Ржевской земле. Первоначально храма, который за нашей спиной, в проекте не было. Архитектор ваш земляк, знаменитый Петухов. Храм появился позже. Сам мемориал тоже перестраивался, реконструировался. В прошлом году 30 лет со дня открытия мемориала мы отмечали. Реконструкция не была закончена, она была начата, но вот впереди еще у нас тут большие работы по ремонту и благоустройству этого мемориала. Каждый год в начале мая на территории мемориала проходит торжественное мероприятие, посвященное 9 мая, где мы встречаем большую делегацию якутян и представительство при президенте Якутии. Дети рассказывают о том, как они чтят память, выступают пасковики о том, как они до сих пор находят останки воинов. Кстати, в этом году такая встреча состоится 6 мая, и поисковый отряд «Победа» тоже будет передавать на родину еще солдата одного, которого подняли и восстановили имя его. В настоящее время у нас строится на другом берегу реки Волги, практически вот напротив, да, лагерь. Будет лагерь поисковиков имени Охлопкова. Планируется там круглогодично будут приезжать дети со всей страны и тоже вот учиться поисковой работе, патриотической работе, работой будут заниматься. Я очень благодарна всем жителям Якутии за то, что они так чтят, берегут и уважают память своих предков, которые погибли на далекой Ржевской земле, но сберегли мир для нашей Родины. Мы надеемся, и дальше будем сотрудничать, и самое главное, что наши дети тоже будут беречь эту дружбу и эту память, чтобы нам сохранить мир. Уңоғың қалбыта туора сир боругар, олоғың салғанар бар жонуң жолугар. Дойдугар тапталың төлене сандарда, болоссат айытын алай уотумайда. Мақталлах ытчаттар чочумча чумпуран, обелисканныгар төбәні төнкөтүн. Кыйыны әйәни уотунан ухаран, әргиллән кәллилер өлбүттер сериттен. Уруй боллун, кыйы күнә, өспөт сүнкен кәрес күнә, айхал боллун көңіл күнә, өлбүт герой тиллер күнә.